не геолог, не разведчик, да, а я переработчик. Есть такая специальность обогащения полезных ископаемых. Матвеев Андрей Иннокентьевич, доктор технических наук, действительный член Академии наук Республики Саха-Якутия, главный ученый-секретарь Академии, заведующий лабораторией обогащения полезных ископаемых Института горного дела Севера СОРАН. В 1983 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности обогащение полезных ископаемых. В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2004 докторскую диссертацию по теме технологии сухого обогащения руд малых коренных месторождений и рудопроявления золота на основе модульных передвижных установок. Андрей Иннокентьевич – изобретатель, конструктор и инициатор разработки современных технологий и оборудования в области обогащения благородных металлов и алмазов. Под его научным руководством разработан ряд горнообогатительных установок, использующихся на горнодобывающих предприятиях России. Под руководством Андрея Иннокентьевича Матвеева развивается новое научное направление новой перспективной сухой технологии обогащения различного минерального сырья, предназначенной для отработки малообъемных месторождений, недоступных либо нерентабельных к отработке традиционными технологиями. Андрей Иннокентьевич – автор 364 научных работ, из них 5 монографий и 67 авторских свидетельств и патентов Российской Федерации. Он заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН, награжден почетными грамотами Российской академии наук, Министерства образования и науки Российской Федерации, Государственного собрания Ил-Тумен. Который занимается проблемами переработки и извлечения как раз полезных компонентов из добываемых руд и песков. Будь это золото, алмазы и другие полезные компоненты, которые считаются, что Якутия это богатая страна, да? Вот. Вообще обогащение, переработка, она сложная сам по себе дисциплина и требует комплекса знаний, да? Начиная с физики, механики, химии и других базовых дисциплин, которые требуют именно необходимости как современным языком это наивыгоднейшим образом извлечь те полезные компоненты, которые есть у нас в добываемых рудах и песках. И в этом плане дисциплина мультидисциплинарная, она, как я сказал, объединяет очень много. И у меня как раз в лаборатории работают много специалистов, и химики, и физики, и горняки, и обогатители. И, в принципе, мы делаем одно большое дело, которое называется именно разработка новых инновационных технологий по переработке минерального сырья. Общими словами, это несколько направлений, наиболее такие развитые. Это гравитационные методы обогащения, это то, что основано на различии удельного веса, да, в основном. Это самый основной на сегодня используемый эффект разделения минералов по плотности. В частности, по золоту, да, из-за того, что оно у нас тяжелое, плотное вещество и легко, относительно самый дешевый способ его отделить от легких материалов, минералов. Дальше идут у нас, когда при переходе на более сложные задачи, это извлечение мелкого, например, тонкого золота, там уже начинают использовать другие методы, да, которые с уменьшением крупности, свойства гравитационного разделения по плотности начинает нивелироваться и приходят другие свойства, которые используются. В частности, поверхностное натяжение частиц, да, и
опять-таки то же самое золото или алмаз, они обладают природными такими гидропонными свойствами. Это вот способность притягиваться к воздуху, да? Но в водной среде притягиваться к воздуху. Это когда мы воду закачиваем, значит, пузырьки воздуха, да? И вот это свойство как раз свойство притяжения, гидропонности, притяжения к воздуху и перекрепления частиц к пузырькам воздуха, она позволяет использовать этот эффект для так называемой вот технологии или способ флотации, да? И благодаря вот этим методам сейчас довольно обширное вот количество полиметаллов, различных минералов полезных, они извлекаются. Ну, дальше больше, там, дальше уже идут химические методы обогащения, это связано уже с разрушением минеральной формы, природной минеральной формы. Ну, мы знаем, что все вещества, которые у нас окружают, они образовались в результате геологических процессов там, да, и формировались в виде минералов. И когда мы уже исчерпываем возможности вот, разделения минерала по их индивидуальным свойствам, то иногда возникает необходимость разрушения этих минералов. Да? И тут возникает новое направление, это связано ближе к металлургии. Ну, вообще любое разрушение, восстановление металла и так далее, это разрушение минеральной формы и извлечение различными химическими способами вот это металлов, будь это вот плавка или вот химические вещества, это гидрометаллургия больше, да, это растворение, избирательное растворение полезных компонентов различными химическими реагентами. Ну, в том числе вот по республике у нас наиболее такой, буквально конца прошлого века у нас очень сильно большой продуцент извлекаемого золота добывается как раз методом кучного выщелачивания. Это процесс гидрометаллургии, это растворение золота цианидными растворами, да, и потом извлечение золота из этих растворов. Вот это уже полное разрушение природного состояния золота и последующим там химическими способами. Вот, и вот самое главное, и дальше у нас идет уже металлургия. Металлургия, задачи у нас другие, там это восстановление металла, получение чистых металлов и так далее, да, элементов и так далее. Ну, вот, еще и редких земель извлечения. Вот, и, собственно, обогащение, она у нас условно как бы ограничивается возможности вот использования природной вот этой свойств минералов, вот это обогащение, дальше металлургии и так далее, это другая там как бы специальность. Вот в этом плане мы по обогащению как раз и работаем по новым направлениям, это сухое обогащение, руд, да, это состоит из двух компонентов, прежде всего это разрушение, раскрытие полезных компонентов, потому что полезные компоненты у нас в рудах находятся в нынешнем состоянии очень мелкодисперсном состоянии, да? Богатых у нас руд у нас сегодня практически нет, и вот приходится производить глубокое вскрытие, да? Чтобы достичь вот из руды это камни, да? Из камней методом дробления, измельчения и достигается вот как раз раскрытие полезных компонентов и последующее извлечение. Вот в этом плане вот традиционно вот технология обогащения полезных ископаемых, она потребляет очень много воды. Для наших условий, суровых условий, когда у нас 6 месяцев, ну там, грубо говоря, 6 месяцев, да, это холодные, отрицательные температуры и так далее, и там потом у нас и обусловлена сезонная добыча полезных ископаемых, потому что мы в зимнее время не работаем, а летом мы работаем с водой. То есть мы промываем тяжелые минералы промывочным там приборами, так, ну, грубо говоря, да, как в основном наши вот рассыпные золотодобытчики работают по этому принципу. А вот сухое обогащение — это вот некая альтернатива
вот развитие вот технологий независимо от температурных условий. То есть воздух, она везде, да, воздух. И в зимних условиях, там, и в летних условиях. И поэтому вот, сухое, безводные технологии, они очень интересны. Да? Это прежде всего вот, раскрытие полезных компонентов сухими методами дробления и измельчения. Сейчас у нас оказывается в этом деле очень много интересного и инновационного можно, и нам удается это раскрыть. Мы самое большое количество патентов, которые мы защитили как раз по этому устройству, да, по раскрытию сухого раскрытия полезных компонентов. Это так называемые аппараты или дробилки измельчителей многократно динамического воздействия, да, это вот связано с самым разрушением, причем связано с избирательным раскрытием полезных компонентов. У нас есть вот обогатители, золотое такое правило, дробить ничего лишнего. Это еще в позапрошлом веке так что это вот наши основатели-обогатители вот такое правило как бы сделали, да. Но в последнее время, когда у нас массовое производство пошло, в принципе этот принцип уже как-то нивелируется и старается все полностью дробить, размельчать и потом попытаться что-то извлечь. Но на самом деле полезные компоненты у нас самые бывают разные по световой характеристике, по крупности, поэтому она раскрывается на определенных. Мы нашли такие варианты, когда мы можем основную массу вот этой весового, например, золота, полезных компонентов вывести, раскрыть в начальных стадиях, вообще говоря, сухого вот этого дробления измельчения. И потом вот этот измельченный раскрытый материал мы можем концентрировать с помощью воздуха, да, воздушных потоков. И мы разработали несколько интересных вариантов сухого пневматического обогащения. И вот измельченный раскрытый материал, в принципе, проходя вот через специальные вот сепараторы, которые используют по способному принципу разделения минерала в потоки воздушно-песчаной смеси, вот, нам удается извлечь из них вот эти полезные компоненты. Для промышленника чем это интересно? Интересно тем, что оказывается, да, мы привыкли, это обогатительная фабрика, огромные сооружения, это, во-первых, даже взять все вот эти 15 фабрик компаний, да, если сравнение, потом по олову, вот у нас был в депутатском ГОКе центральная обогатительная фабрика, огромная, это в свое время это была комсомольская стройка, огромное сооружение, его надо было, чтобы оно работало круглогодично, нужно было, чтобы весь контур, это огромное сооружение, там, утепленный, да, тепло надо тратить, там огромное количество, да, и вот как раз время-то и расставило, да, когда мы перешли на рыночные условия, это все стало очень нерентабельно, да, тем более наших условий, отдаленных условиях, тогда возникли вопросы о создании таких небольших установок вот, сухого обогащения модульного типа, которым можно, в принципе, не строя, да, фабрики, можно было бы перерабатывать и получить вот эти товар, короче, да, вот, в конечном виде это извлеченные, по крайней мере, так называется золотая головка, это крупное золото, которое часто у нас вот, в шаровых мельницах измельчают, да, с водой и так далее. Она у нас полностью нейтрализуется, мы свободно можем выделить вот эту головную часть вот, золота и спокойно извлечь без строительства, без больших затрат и себестоимости. Вот. Точно, однозначно мы имеем сегодня проблему, которую имеем, да. Дело в том, что для переработки 1 тонны, да, груды требуется там от 3 до 5 тонн воды. Это представляете, мы чистую воду из природ берем, и дальше, значит, после переработки вот этой 1 тонны руды, значит, мы выбрасываем 5 тонн воды.
Причем это вода загрязненная, это уже не чистая, да, потом он несет хвосты, да, обогащение, то есть пустую породу, которая тоже имеет довольно сложный состав и иногда может быть представлять вредность для окружающей среды. И когда мы их накапливаем на хвостохранилищах, огромных территориях, да, вот, где с водой размытый вот этот после обработки горную массу мы укладываем на хвостохранилище, потом с ним возникают довольно такие серьезные проблемы. Ну, прежде всего, это гидротехническое сооружение, да, это специальные, это, как его, отстойники. Их нельзя, вообще говоря, должны быть очень надежными, как правило, они нельзя их выбрасывать. Вот, и кроме этого, химический состав воды и так далее, она очень, если еще химические реактивы применяются, да, ну, часто так бывает, что используются различные химические реагенты, то опасность удваивается практически. Вот. И возникает вообще вот эксплуатация вот такого рода хозяйства большое. Это огромные территории, большой котлован, да, сооруженный там различными ограждающими дамбами, устройствами и так далее. Его надо содержать. Это большие расходы. Летом, когда она высыхает, она дает, наоборот, это пыль, там, когда ветровые эрозии, когда их выбрасывают, это тоже возникает проблема. Но у сухого обогащения тоже есть, возникают вот эти проблемы, с которыми мы работаем. Это прежде всего образование тонкодисперсной пыли. Пыль тоже у нас является одним из источников загрязнения окружающей среды. Но масштабы вот, пылеобразования и вот как раз проблемы хвостохранилищ – это несравнимые вещи на самом деле. И вот, утилизация вот, пыли – это вопрос решаемый и ну, гораздо дешевле, чем вот, заниматься гидротехническими такими средствами, да, вот, последствия вот, обогащения. Поэтому экологически однозначно она выгодна. Конечно, все равно это требует определенного подхода и соблюдения всех условий, которые минимизируются выбросы вредных веществ в окружающую среду. Регион очень такой горнодобывающий. У нас на сегодня мы говорим, что мы продаем сырье, большей части без добавленной стоимости, да, и вот проблема глубокой переработки, да, минеральных сырья, все, что у нас добывается, и причем комплексно, не однобоко, как мы вот то, что делается сегодня. Если соль мы добываем только, да, а там есть много компонентов тоже, которые нужно извлечь, так. Золото только золото, алмаз только алмаза. И вот сейчас только вот начинается у нас как-то так вот комплексно, как-то попытка переработки и получения дополнительных вот этих полезных компонентов, товаров вот, в ходе переработки. Ну и самое главное вот здесь глубокая переработка. Да. Мы должны максимально получать товары с повышенным потребительским свойством. То есть готовые практически концентраты, готовые там, слитки, готовые металлы. Ну, для этого, конечно, нужно идти в сторону металлургии. Это тоже такая в традиционном виде очень сложная сам по себе и ну, экологически опасное производство. Так? Но, тем не менее, в этом направлении у нас будущее. Как только у нас появляются средства от выручки высоколиквидных товаров и так далее, у нас появляется возможность решения и экологического вопроса. Поэтому такая, я бы сказал, что переработка минерального сырья на сегодня является самым ключевым моментом вообще в развитии, дальнейшем развитии горнодобывающей промышленности, вообще в развитии региона.